В эфире канадского телевидения информационный выпуск «Вести недели», в студии Рената Сагдеева. Здравствуйте. День города и железнодорожника восторженно отметили канадцы. Городской парк культуры и отдыха с самого утра наполнился детским смехом и музыкой. При входе расположились выставочные палатки с изделиями прикладного искусства. С Днем города Канаша жителей и гостей поздравил глава Чувашской республики Олег Николаев, глава города Андрей Константинов и мэр Виталий Михайлов. Подробнее далее. Уважаемые жители города Канаш, от себя лично и от имени собрания депутатов поздравляю вас с Днем города, с Днем железнодорожника. Хочу сегодня сказать спасибо всем жителям города Канаш, которые непосредственно вкладывают в развитие нашего города, чтобы он стал еще краше и комфортнее для проживания. Друзья, хочу пожелать всем счастья, здоровья, любви и мирного неба над головой. С праздником, канашцы! Каждая третья семья в нашем городе связана с железной дорогой, отметил глава администрации Виталий Михайлов. Искренне поздравляю всех с 97-й годовщиной нашего родного города. Так уж завелось по традиции, что мы празднуем его первый выходной день августа совместно с Днем железнодорожника. Я не побоюсь того слова, если скажу, что каждая третья семья канашцев тем или иным способом связана с железной дорогой. И город благодарен своему статусу именно железной дороги. Дорогие друзья, вы видите, как динамично развивается в последнее время наш родной город. Все это благодаря поддержке, которую нам оказывает федеральный центр, ну и в первую очередь правительство нашей Чувашской республики и лично Олег Алексеевич. Я сегодня благодарю Олега Алексеевича за ту поддержку, о которой мы сегодня уже и рассказывали. Мы сегодня строим большой микрорайон силами стройтреста номер 3. Огромное спасибо строителям. Ну и самое главное, самый большой вклад вносят сами горожане. Огромное спасибо горожанам за то, что не остаются в стороне и участвуют во всех федеральных программах, во всех опросах, благодаря которым город из года в год привлекает средства федерального центра. Это комфортная городская среда, это наши дворовые территории в рамках этой же программы. И все это наша общая заслуга. Дорогие друзья, всех с праздником, всех с Днем города Канаш! Глава Чувашии Олег Николаев выразил значимость населенных пунктов республики, искреннюю радость за изменения в лучшую сторону всех сфер деятельности железнодорожной столицы региона. Канаш хулинче бурнаганзем, паянхи уява гизешитне ханазем. Палах тахарвун дижити жил хушинче, канаш хулей самая хылмажынза хитерлинзе, адаланза бураган хула. Шамбада малалада шамбегих пулдар. Канаша бурнаганзене сывлых пулдар. Кунда гилегензене шак хула килешсе яланах кайла даврнас килдер. Унзыр бушне нумайжен канажа гизе пурунас кымылземде шуралза ширипленчер малала. Дорогие друзья, уважаемые канашцы, гости сегодняшнего праздника, или праздников будет правильно сказано, потому что, как уже было сказано, День города и День железнодорожника сливаются, и два праздника, как говорится, звенят, гремят, ну а самое главное, стремительно несут вперед. Вот 97 лет прошло, и очевидно, за эти годы город переживал много разных ситуаций. Но неизменно город движется вперед. Это, наверное, и объяснимо, потому что рядом железная дорога. Мы все знаем, раньше вообще считался, если населенный пункт находится рядом с железной дорогой, то это развивающийся населенный пункт или даже центр. Ну, правда, Чебоксары находились всегда на Волге, а реки имеют более древнюю историю соединения и торговли, и коммуникации, и других составляющих. Но, тем не менее, я хочу сказать, вот лично для меня, для правительства Чувашской республики, каждый населенный пункт Чувашской республики имеет огромную значимость. У каждого населенного пункта своя специфика, своя история, свои сильные стороны и, возможно, какие-то моменты, над которыми надо поработать. И вот, возвращаясь к городу Канашу, мы искренне радуемся тем изменениям, которые происходят в Канаше за последние годы. Ну, вот этот парк, где мы сейчас с вами находимся, преобразился за последние годы. Досрочно сдали дорогу по улице Комсомольская,
которая должна была быть сделана на следующий только год. Школы ремонтируются, но правильно было сказано, не ремонтируются, а меняются не только внешне, но и внутренним содержанием. Но кроме этого у нас растет оснащение и внешний облик музыкальных школ, школ искусств, учреждений культуры. И все это, несомненно, открывает новые возможности. Новые возможности, прежде всего, для подрастающего поколения. И ровно для этого мы делаем очень много. Прежде всего, нам ветон-тон задает, конечно же, президент страны. Во-первых, принимает решения. Во-вторых, очень последовательно сам действует. Ну и, несомненно, ставит задачи перед нами. Но когда есть два первых составляющих, национальные проекты, источники финансирования, то, несомненно, нам становится намного легче. И здесь, мне кажется, мы с вами нашли правильный путь дальнейшего движения. Мы стали с вами чаще общаться, советоваться и вместе вырабатывать те решения и те задачи, которые надо решать в рамках развития, в частности, города Канаша. И в итоге получаются очень интересные, нужные для людей проекты, дороги, дома, школы и другие сооружения. Вот новый микрорайон, который планируется построить в городе Канаше, также получил поддержку со стороны правительства Российской Федерации в рамках принятых решений президентом Российской Федерации. То есть это инфраструктурные бюджетные кредиты. Их в Чувашской Республике 7, один из них будет реализовываться в городе Канаше. А что это такое? Это значит, новый микрорайон получает дороги, канализацию и другие объекты коммунальной инфраструктуры для того, чтобы дома, после того, как они будут построены, служили надежно и надолго. И вот ровно таким образом, если мы с вами и дальше будем двигаться, то есть будем общаться, будем обозначать задачи, фиксировать проблемы, находить пути их решения, мне кажется, мы с вами, с одной стороны, быстро изменим ситуацию и в конкретном городе, и в целом Чувашской Республике. Ну и, несомненно, будем радоваться этим успехам. А когда больше радости у нас на душе, больше хорошего настроения, то и проблемы решаются легче. Решения находятся лучше. Да и откуда-то силы быстро находятся для того, чтобы решить все проблемы, которые вдруг ниоткуда возникают. Поэтому я желаю только таким образом канашцам двигаться, а мы, правительство Чувашской Республики, всегда рядом, всегда готовы, как говорится, включиться во все задачи. И я уверен, у Канаша большие перспективы. Я вижу, как здесь запускаются новые инвестиционные проекты в рамках территории опережающего социально-экономического развития. Как много интересных проектов рождается и идей со стороны молодых людей, которые проходят обучение в IT-кубе и в других организациях дополнительного образования. И вот все эти идеи мы готовы поддерживать. Я желаю канашцам двигаться всегда уверенно вперед, как на железной дороге. Да, там прямо туда, куда нужно, а самое главное, точно вовремя. С праздником, дорогие канашцы, и только вперед! Олег Алексеевич вручил именные часы и благодарность сотрудникам администрации, работникам предприятий города. Сегодня, в день 97-й годовщины Канаша, поздравили и наградили отличившихся в труде и общественной жизни. Поздравили волонтеров, семьи, которые прожили вместе не один десяток лет. Канашцы всегда жили дружно, сплоченно, и сегодня, в праздник, гости города в своих поздравлениях отметили, что жители этого прекрасного города работают и развиваются на благо своей малой родины, вкладывают все знания и силы для того, чтобы город был краше, лучше, зеленее. Сегодня все площадки города были украшены в праздничный наряд. Государственные флаги придавали патриотизма, напоминали о единстве нашей страны. Горожане гуляли по городу, посетили площадки с работами художественной школы, музея, дома детского творчества. Артисты музыкальной школы и Дворца культуры радовали гостей музыкальными и танцевальными композициями.
Прекрасная погода, праздничная атмосфера создавали то самое настроение, когда чувствуешь гордость и радость за свой город. Он красив, развит, у него большое будущее, ведь здесь живут самые позитивные люди. Владислав Васильев, городской парк культуры и отдыха. Всех благ вам и здоровья. До свидания.